Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как в регионе обстоит ситуация с обращением с твердыми коммунальными отходами и какие предварительные итоги мусорной реформы можно уже подвести? Об этом и не только. Мы спросим у нашего гостя. Это заместитель директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Оксана Васильева. Оксана Дмитриевна, здравствуйте. Добрый день. С текущего года Центр ЖКХ курирует вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Расскажите подробнее, над какими проектами вы сейчас работаете в этом направлении. Да, действительно, с этого года мы наделены новыми полномочиями по вопросам сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Перед нами поставлена задача разработать территориальную схему, актуализировать ее для того, чтобы определить, по какой схеме потоков в текущей и в перспективе будет осуществляться обращение с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время у нас разрабатываются по Министерству ЖКХ под руководством два больших проекта в городе Якутске, которые будут охватывать центральную зону. Это мусороперегрузочная станция с документами сортировки и новый полигон на 27-м километре города Якутска. Это касается центральной зоны. То, что касается районов, там также в настоящее время проводится работа по разработке проектно-сметной документации, по выбору земельного участка, по определению оборудования, которое будет там установлено, для того, чтобы мы могли в перспективе прийти к оптимальной схеме потоков, которая устроит и население, и обеспечит нам комплексный подход при внедрении данной системы. А какие проекты реализуются в рамках национального проекта «Экология» и как реализуется эта пресловутая реформа в наших районах республики? Здесь необходимо отметить несколько моментов. Для успешного внедрения мусорной реформы необходимо создание условий. Это полностью разработанная инфраструктура, контейнерные площадки, достаточное количество контейнеров, наличие специализированной техники, объекты размещения отходов, полигоны тоже должны соответствовать последним требованиям законодательства. Кроме того, перед нами стоит задача усилить работу по утилизации отходов. Соответственно, требуется также дополнительное оборудование. Это и мусороперегрузочные площадки, мусоросортировочные комплексы. Виды оборудования в настоящее время постоянно модернизируются и полностью соответствуют тем нормам и требованиям, которые предъявляются к объектам, например, объекты термической обработки, скажем, они, соответственно, требуют более пристального внимания для того, чтобы, скажем так, пройти государственную экологическую экспертизу. Мы для себя подсчитали примерную сумму капитальных вложений, необходимых для этого. Сумма около 17 миллиардов рублей. На сегодняшний день Министерством ЖКХ проводится работа по определению источников финансирования, по определению факторов, которые влияют и могут повлиять на исполнение тех задач и целей, которые поставлены национальным проектом «Экология». Задача непростая. Год работы показал, что для полноценного внедрения нужно еще больше принимать, проводить работы, не только по созданию инфраструктуры, но и работать с населением в части, например, одно из направлений — это популяризация раздельного сбора и накопления отходов. Мы перед собой ставим задачу максимально уменьшить массы
транспортируемые на полигоны. Поэтому и само количество полигонов, оно должно уменьшаться по сравнению с тем, что сейчас есть. У нас на территории республики 473 несанкционированные свалки, из которых 6 используются для предоставления услуги по обращению в ТКО. В данном направлении тоже ведется определенная работа. Получается, что создание инфраструктуры должно позволить ликвидировать несанкционированные свалки и рекультивировать те территории, на которых они в настоящее время располагаются. Вопрос достаточно серьезный, но решение данного вопроса это уже практически на уровне экологической, скажем так, безопасности, да, и думаю, что и с этой задачей мы также в ближайшие годы справимся. Для себя мы ставим цель с 2023 уже ввести новые объекты, которые позволят показать, как на самом деле должна осуществляться реформа и к чему мы стремимся. Вкратце так. Очень болезненный вопрос для жителей столицы – это мусорный полигон на Вилюйском тракте. Подробнее расскажите, как продвигается вопрос реализации нового мусорного полигона и мусороперегрузочной станции. Самое главное, когда планируется ввод этих объектов? Действительно, у нас по городу Якутску, вот как я тоже сказала, да, до этого, планируется строительство этих двух крупных для нашей республики, даже в масштабах не только города Якутска, это крупные объекты нашей республики. По плану они должны быть введены в эксплуатацию с 2023 года, поэтому на сегодняшний день проведены ряд работ, изысканий проведены, идет подготовка проектов указанных объектов, и по процедуре в последующем уже там и общественные обсуждения, слушания будут, и, соответственно, государственная экологическая экспертиза в последующем, которая должна позволить нам построить данные объекты. То, что касается существующей ситуации по полигону города Якутска, здесь следующее. Совсем недавно, месяц, наверное, назад, региональным оператором установлен весовой контроль на полигоне, да, который определяет массу ввозимых отходов. И мы увидим тот факт, который на сегодняшний день является спорным моментом между оператором полигона и региональным оператором. Мы считаем, что весовой контроль, как и предусмотрено законодательством, должен быть реализован и на территории города Якутска, как на действующем полигоне. Также эти требования по весовому контролю в настоящее время являются требованием к вновь строящимся объектам размещения отходов. То есть новые полигоны уже должны быть все обеспечены весами. На дворе почти конец года. Можно ли уже подвести какие-то итоги текущего года? Как прошла мусорная реформа? И самое главное, как справились региональные операторы в сложившихся непростых условиях? Потому что все мы с вами помним эту так называемую мусорную войну между полигоном и регоператором. То, что касается условий, в которых мы закрываем этот год, да, действительно, условия в этом году были непростые. Ограничительные меры, которые были введены по всей стране, они дают свои последствия. Да. У нас, у региональных операторов, несмотря на то, что количество отходов существенно увеличилось по жилфонду, к сожалению, снижается собираемость с населения по платежам и как в целом коммунальные услуги, да, так и по услуге обращения с ТКО. Поэтому я бы, пользуясь возможностью такой, хотела бы призвать всех
граждан своевременно оплачивать за коммунальные услуги, потому что сами услуги предоставляются бесперебойно, в полном объеме и согласно графика. Но для того, чтобы услуга всегда в таком виде, скажем так, предоставлялась, да, конечно, очень важный вопрос по собираемости. Главное, чтобы своевременно это все оплачивалось. Там у нас тоже региональные операторы в непростых сейчас условиях работают. И за транспортные услуги у них возникают обязательства, и обязательства перед операторами полигона возникают. Все это очень связано, поэтому хотели бы, чтобы этот вопрос, конечно, тем более в преддверии окончания года, долги за жилищно-коммунальные услуги были закрыты. Да? Это один момент. Второй момент, в целом мы для себя тоже анализировали финансовое состояние региональных операторов. Этот вопрос мы рассматривали на недавно проведенной межведомственной координационной комиссии под председательством Алексея Засимовича Колодезникова и Сахамина Ивановича Афанасьева, да, министра экологии. Поставили свои вопросы о том, что требуется более пристальное и внимание, да, уделить этой непростой услуге, потому что то, как услуга внедряется, даже подтверждается и по всей Российской Федерации, да, условия непростые, потому что мы не обеспечены той инфраструктурой, которая необходима для должного внедрения. Например, региональные операторы на сегодняшний день не покрывают всю республику услугой из-за того, что по независящим от них обстоятельствам не всегда есть созданы условия, например, в небольших населенных пунктах отсутствует должное количество контейнерных площадок, отсутствуют сами контейнера, да, поэтому организовать и внедрить услугу там достаточно непросто. И это помимо тех проблем, которые у нас возникают из-за региональных особенностей, это вот и сложная транспортная логистика, и климатические условия, да, вот это все накладывает определенный отпечаток на в целом внедрение. Но констатирую тот факт, что несмотря на эти сложности, региональные операторы полностью взятые на себя обязательства выполняют в полном объеме, и хотелось бы это тоже момент отметить. Еще одним из основных направлений деятельности Центра ЖКХ является энергосбережение и энергоэффективность, что немаловажно в наших суровых климатических условиях. Насколько я знаю, Госсобранием ЛТУМЭН были приняты поправки в региональный закон об энергосбережении в части механизма энергосервиса в жилых домах. Расскажите, что это даст простым жителям нашей республики? Вот этот вопрос очень важный. По поручению главы республики совместно Министерства жилищно-коммунального хозяйства и других исполнительных органов государственной власти был инициирован такой законопроект, который позволит стимулировать и внедрить у нас в жилфонде энергосервисные услуги, которые в целом должны дать экономию в платежах граждан за услуги. В первую очередь мы очень надеемся, что это позволит снизить расходы граждан и госбюджета республики на оплату за услуги тепловой энергии, потому что на сегодняшний день наибольшую долю в наших квитанциях занимает оплата услуг за тепловую энергию. Это очень хороший, скажем так, начало нового этапа, по которому мы также будет работа продолжена. Мы обязательно это будем освещать в средствах массовой информации, привлекать общественников. Хотели бы тоже инициативу эту продолжить. С огромным удовольствием пообщаемся и на эту тему. А скажите, энергосервис он будет применяться только в жилом фонде или все-таки будут затронуты еще и государственные и муниципальные учреждения?
У нас энергосервис по федеральному законодательству должен, скажем, развиваться по 3 направлениям. Это объекты бюджетной сферы государственного муниципального учреждения, это объекты генерации у ресурсоснабжающих организаций и в жилфонде. У нас уже есть большие результаты по объектам бюджетной сферы. За 6 лет сэкономлено практически в результате проведенного энергосервиса сэкономлено более 3,5 миллиардов рублей. Ресурсоснабжающие организации также на своих объектах генерации проводят работы, направленные на сокращение затрат. Но вот жилищный фонд, из-за того, что у нас в республике существует межтарифная разница, не было правовых оснований для того, чтобы возмещать вложенные средства инвестора. Что такое энергосервис в жилфонде? Это когда по решению всех собственников в доме проводятся энергосберегающие мероприятия. Это не только установка приборов учета, но это утепление и фасада, и замена окон. Вот все, что касается квартиры, дома, это вот те мероприятия, которые, как правило, не могут сделать в пределах своей деятельности управляющей компании. Эту задачу решает энергосервис. И в первую очередь люди получат комфортные условия для проживания с 1-го года внедрения энергосервиса. Ну и говоря о ближайшем будущем, поделитесь, пожалуйста, планами на ближайший год. Ключевые мероприятия по энергосбережению какие запланированы? Да, в продолжение принятого закона сейчас предстоит большая задача по разработке порядка и условий предоставления и стимулирования энергосервиса в жилфонде, по предоставлению субсидий энергосервисным компаниям, да, по возмещению платы в части государства. Это еще нам предстоит в ближайший квартал 2021 года. Да. Кроме того, по энергосбережению нам надо продолжать развивать энергосервисы на объектах бюджетной сферы. На недавнем заседании межкоординационной комиссии совместно с участием глав муниципальных районов было внесено предложение о централизации всех учреждений на уровне одного специализированного учреждения, которое позволит аккумулировать в себе решение вопросов по содержанию зданий. То есть если у нас в районах, скажем, несколько десятков учреждений, и каждое учреждение занимается хозяйственными вопросами в отношении обслуживания и содержания зданий, то это не совсем правильно. Необходимо эти функции централизовать и аккумулировать на уровне специализированной организации. Вот мы бы хотели вот эту вот часть проработать в следующем году, да, для того, чтобы в последующем эта специализированная организация была направлена на плановые работы по внедрению энергосервиса в жилфонде, на объектах бюджетной сферы, извиняюсь, и полностью все объекты были оснащены приборами учета, чтобы дистанционное снятие было показаний приборов учета и автоматическое предоставление сведений в адрес ресурсоснабжающих организаций. Это касается бюджетной сферы, да, по энергосбережению. Кроме того, у нас есть большие планы и по сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Та территориальная схема, которая сейчас существует, требует актуализации. Мы в свое время прорабатывали этот вопрос органами местного самоуправления, но сейчас видим, что должного внимания все-таки не обращено, и хотим повторно вернуться к этому вопросу для того, чтобы у нас была действующая территориальная схема, где всем будет понятно, как и куда должны будут транспортироваться отходы. Если у нас сейчас, например, существует только 2 процедуры, это собрали и выгрузили на полигоны, то сейчас стоит задача
уменьшить массы, которые направляются в полигоны. Это, соответственно, должны быть промежуточные процедуры, звенья, да, это сбор, накопление, мусороперегрузка, сортировка, утилизация, и уже только хвосты, те, которые можно захоранивать, они только, скажем так, в прессованном, брикетированном виде должны уходить на полигон. Вот задача стоит такая. Я думаю, что все вместе, общими усилиями мы справимся. Оксана Дмитриевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Как в регионе обстоит ситуация с обращением с твердыми коммунальными отходами и какие предварительные итоги мусорной реформы можно уже было подвести. Об этом мы говорили сегодня с заместителем директора Центра развития ЖКХ и повышения энергоэффективности Оксаной Васильевой. Берегите себя, обязательно носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.